Вітаю всіх на Свабодзе Прэміум. З вами Ганна Соусі, мой суразмоўца, прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Артём Праскаловіч. Добрый дзень. Добрый дзень, Ганна. Я прапаную пагаварыць пра ініцыятыву «Народная канстытуцыя». Пра яе заявіла Каардынацыйная рада. Гэта ініцыятыва была заснавана ініцыятывай «Честные люди» пры ўдзеле Кабінету прадстаўнікоў Святланы Ціханаўскай, Каардынацыйнай рады, народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і грамадскай канстытуцыйнай камісіі. І маё першае пытанне для нашай аўдыторыі: патлумачце, у чым сутнасць гэтай ініцыятывы? Думаю, что в самом названии кампании заложена основная суть этой инициативы – народная конституция, то есть документ, который создадут граждане Республики Беларусь, все белорусы всей страной вместе, смогут отразить в положениях основного закона того документа, по которому живет, развивается общество на протяжении десятилетий до смены каких-то формаций, до того, как происходят революции положительного толка, да, в развитии общества и государства. Этот основной, наиважнейший документ. Хочется, чтобы его написали все граждане открыто, прозрачно, а не то, как это происходит в данный момент в Беларуси, как всегда, под покровом тайны, с какими-то отдельными точечными вбросами в СМИ, когда люди не видят, над чем работает так называемая Конституционная комиссия на протяжении уже нескольких месяцев. В рамках этой инициативы, в рамках этой кампании белорусам предлагается активно включиться в финализацию проекта Конституции Новой Беларуси, которую на протяжении уже нескольких лет, с 2019 года, готовит Общественная конституционная комиссия под руководством Анатолия Лебедько. Инициатива поддержана абсолютно всеми демократическими силами. Единым фронтом тут идем к пониманию того, что это на сегодняшний день, помимо выполнения тех основных требований белорусского народа о освобождении политических заключенных, проведении честных выборов, прекращении репрессий, новая конституция – это фундамент построения новой Беларуси, без которого движение дальше и изменение ситуации просто невозможно. Артём, ці нейкім чынам гэта ініцыятыва звязана з ініцыятывай спявачкі Анжэлікі Агурбаш, якая прапанавала ўсім аб'яднацца і стварыць аргкамітэт для правядзення канстытуцыйнага рэферэндуму? Ці гэта скаардынавана? Предполагаю, что, возможно, у Анжелики были какие-то инсайды, или она следила за информационной повесткой политической, потому что, повторюсь, сам проект Конституции в работе уже давно. Подготовка к кампании запущенной тоже шла не один день, естественно, потому что это большой объем работы, скоординированности всех людей. Это, как минимум, доработанный по итогам представления общественности проект. Он был в первой редакции до определенной степени отработан и представлен в марте на площадке Общественной конституционной комиссии. То есть это версия 2.0, так называемая, которую собираемся продолжать финализировать и отстаивать требование о вынесении ее на референдум либо вместе с той конституцией, которую предложит Лукашенко, либо самостоятельно, потому что во многом именно в принятии новой конституции, возможно, существуют пути к разрешению сложившейся ситуации. Поэтому либо здесь женская интуиция, либо здесь понимание ситуации, но в любом случае это отражает настроение и понимание, наверное, всех белорусов, общественных, научных, политических деятелей, которые вот даже с момента запуска кампании саму суть, саму необходимость работы по этому вопросу даже на сегодняшний день признают абсолютно верной и необходимой, не углубляясь, скажем так, в содержание конкретных норм и положений самого документа. Ой, я бачила ўжо заяву Павла Латушкі, які падзякаваў Анжэліцы Агурбаш за яе ініцыятыву. І сёння ўвечары, так вот наколькі я бачу, плануецца такі жывы эфір з удзелам Павла Латушкі, Андрэя Курэйчыка, Дмітрыя Балкунца, Веранікі Цапкала, Анжэлікі Агурбаш. Якраз так выглядае, што это вялікая група людзей цяпер прасоўвае гэтую ініцыятыву, так?
Да, несомненно, это еще раз подтверждает тот тезис, что здесь есть абсолютно единое понимание важности, фундаментальности и необходимости проведения этой работы. Вот Конституцыйная камісія працуе ўжо давно, а чаму менавіта цяпер гэта ініцыятыва гучна з'явілася і якія вот ёсць тэрміны, якія часовыя рамкі для рэалізацыі гэтай ініцыятывы, гэтага праекту? Ну, как я говорил уже и повторюсь, что общественная конституционная комиссия работает еще дольше. И именно потому, что хочется подготовить документ качественный, жизнеспособный, который отражает интересы и потребности белорусского общества и государства, а не направлен на обслуживание режима или одного человека, на сохранение узурпированной им власти. Именно поэтому документ готовился основательно, компания готовилась подробно, четко для того, чтобы людям объяснить, рассказать, научить, просветить, образовать, дать направление, как можно работать с нашим проектом, куда направлять свои инициативы, как они будут учтены, отражены, обсуждены, на каких площадках. У нас будет представлен широкий круг экспертов при дискуссиях. У нас будут предложены площадки для реального обсуждения, вовлечения людей в эту работу, а не выглядеть все будет таким путем, что пишите письма, как бы и в ответ тишина, как это сейчас происходит в Конституционной комиссии. Поэтому проект запускается тогда, когда он запускается, тогда, когда он готов качественно, скажем так. Нету никакой взаимосвязи с работой Конституционной комиссии, созданный около Лукашенко. Это самостоятельная работа, исходя из того, что необходимо идти к новой Беларуси, продолжать формировать гражданское общество, разъяснять людям, как они могут отстаивать свои права, свободы, бороться за них, реально управлять страной. Все это закладывается в подготовленный проект. И на данном этапе для того, чтобы соблюсти, скажем так, техническую формальность, для того, чтобы потом не получить технические формальные отказы в продвижении нашей Конституции в Беларуси, в правовом поле, мы призываем граждан массово писать в Конституционную комиссию требования, вынести обеспечить, поскольку Конституционная комиссия сама, конечно же, не выносит ничего на референдум, она будет представлять выработанный ею проект Лукашенко, но мы призываем граждан Беларуси требовать от Конституционной комиссии обеспечить вынесение на референдум как минимум 2 вариантов Конституции, чтобы люди могли выбирать между добром и злом, что называется, потому что в противном случае у белорусов на референдуме, который назначен Лукашенко, будет возможность либо поддержать предложенную Конституцию, либо не поддержать и фактически согласиться с тем, что мы имеем на сегодняшний день. То есть Конституция образца 96 года, которая позволяет Лукашенко до сих пор удерживать силой власть, несмотря ни на что. Соответственно, будет предложено плохое и ужасное. Для этого у белорусов должен быть выбор. Поэтому еще раз говорю о том, что на сайте проекта в чат-ботах есть возможность отправить электронное либо бумажное письмо, и мы призываем продемонстрировать массовое несогласие белорусов с тем подходом, который предлагается режимом уже сейчас, на сегодняшний день. Также можно обращаться в Национальное собрание, поскольку в соответствии с Конституцией, с избирательным кодексом, они уполномочены инициировать проведение референдума, независимо от желания человека, который занимает должность президента. Поэтому еще раз у депутатов есть возможность задуматься о том, как они внесут свои имена в историю государства белорусского, и все-таки прислушаться к желанию народа и проинициировать вынесение на референдум проекта, который подготовит народ Беларуси. Вы говорите про то, что новая Конституция это может быть шляхом выходу из этого протяглого кризиса в Беларуси. Давайте больше конкретно поговорим про этот проект. Какие головные измены
там будуць тое, што вы прапаноўваеце, тое, што выносіцца на абмеркаванне, ну, напрыклад, адмова ад прэзідэнцтва, так, змена сімволікі, ну, ёсць закон пра дармаедаў, які прызнаны антыканстытуцыйным. Даволі шмат пунктаў ёсць, якія, ну, напэўна, многія людзі захацелі б змяніць. Што самае галоўнае там будзе зменена? На сегодняшний день, повторюсь, еще проект, скажем так, вот не имеет окончательной редакции. Для этого мы и призываем граждан активно вовлекаться в эту работу. Но, несомненно, там прослеживаются основные направления, принципы, которые были нарушены при написании той конституции, которая действует сейчас в Республике Беларусь. Это реальное разделение властей, установление системы сдержек и противовесов. Многие эксперты сходятся во мнении, что после таких сложных периодов, в котором находится Республика Беларусь, отправной точкой является реформа судебной системы. Потому что без справедливого, независимого по-настоящему суда невозможно двигаться дальше, то есть как бы все останется так, как есть. Поэтому в проекте Конституции предлагается назначение судей органом, который предлагается учредить судейским собранием, назову его так, из числа представителей юридической науки, адвокатского сообщества, судей, бывших судей. Именно они будут назначать судей, которые будут уже работать в системе правосудия. А те, в свою очередь, из числа коллег выбирать своих руководителей. Судьи Конституционного суда будут формироваться парламентом по предложению Верховного суда, правительства и президента. Сам президент, естественно, утрачивает основное количество безграничных полномочий, которые имеет на сегодняшний день. Он остается представителем в международном поле, руководителем армии во время военного положения. В остальном же основная роль в законодательном регулировании жизни граждан переходит к парламенту, который предлагается сделать однопалатным, упразднив Верхнюю палату, Совет Республики, поскольку данная палата на сегодняшний день абсолютно не представляет интересы граждан, поскольку половина назначается президентом, а вторая половина опять же выбирается из местными советами депутатов, формирование которых тоже оставляет желать лучшего. Все местные органы власти предлагается избирать. Уже 600 лет на территории Беларуси известно магдебургское право и право на самоуправление, и до сих пор мы к этому не пришли, к сожалению, в современности. Так вот, предлагается все-таки вспомнить историю и, наконец-то, передать прямое управление территорией и жизнью людей на этой территории самим людям. Что касается разделов, которые затрагивают основные права, свободы граждан, личности, они расширены, максимально конкретизированы для того, чтобы создать по возможности предпосылки для того, чтобы не повторились те пытки, бесчеловечные отношения к людям, которые существуют сейчас, несмотря на установленные в той же Конституции запреты и нормы, принципы, которые есть. Поэтому эти нормы конкретизируются, уточняются, обозначаются прямая ответственность за их нарушение. В целом документ выглядит сбалансированным и направленным именно на то, чтобы, первое, люди максимально самостоятельно участвовали в управлении страной. Второе, роль органов была ограничена, четко очерчена, государственных, и каждый понимал пределы своей ответственности, и эта ответственность наступала, безусловно, в случае нарушения каких-то положений Конституции. А символика, державная мова, это питание каким чином в проекте? Пока в проекте предлагается вернуться к исторической национальной символике, той символике, которая отражает настроение людей на сегодняшний день, поскольку
Наверное, продолжать жить под той символикой, под которой совершались насилие, преступления, пытки, разъезжали на автозаках и носили на своих шевронах и на нашивках люди, которые стойко ассоциируются с абсолютным злом, было бы неправильно. Вот. Что касается языка, если я не ошибаюсь, сохраняются все-таки 2 государственных языка. К сожалению, благодаря усилиям режима на сегодняшний день, думаю, что объективно стоит признать, что большинство белорусов используют русский язык, но в Конституции предусмотрена норма о том, что уделяется внимание популяризации и развитию белорусского языка. То, что на сегодняшний день напрочь отсутствует как в законодательных нормах, так и в каких-то организационных мероприятиях для продвижения реального белорусского языка, белорусской культуры государством делается ничтожно мало. У меня такое пытанне, вось выносяць улады свой проект Конституции. Якая гарантыя, што ваш проект таксама будзе вынесены? Это і ёсць 2 светы такія паралельныя, у якіх існуе вялікая частка людзей Беларусі, дэмакратычныя сілы і ўлады Беларусі, і яны не перасекаюцца. Што будзе, калі все працягваецца, як цяпер выносіцца тот проект, ваш нават не допускаецца? Во-первых, на сегодняшний день есть несколько этапов, когда мы предлагаем и призываем белорусов потребовать четко, явно продемонстрировать желание вынесения на референдум народной конституции, Конституции Новой Беларуси, которую мы пишем все вместе. Это этап сейчас, пока работает Конституционная комиссия до 1 августа. Это этап, когда Лукашенко будет думать над изданием указа о назначении референдума. Это этап после издания этого указа. Есть возможность обращения в ЦИК для того, чтобы они тоже знали, что граждане Беларуси против того, что на референдум выносится только один проект. И даже если в этом случае не будет услышан голос граждан Беларуси, есть возможность создания инициативной группы, внесения своего проекта в ЦИК, сбора 450 тысяч подписей и вынесения на народный референдум того проекта, который разработал народ. Естественно, есть понимание того, что режим будет всячески противодействовать желанию белорусов строить свою страну самостоятельно для себя. У нас есть, скажем так, план и на этот вариант, который мы пока не будем озвучивать. Есть вероятность в том числе того, что Лукашенко в очередной раз не сдержит свои обещания и никакого референдума на самом деле не будет. Дзякуй вялікі за размову. Гэта быў прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Артём Хрусталовіч. Мы гаварылі пра праект народнай канстытуцыі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Ганна. Да пабачэння. До сустрэчы.